Декабрьские вечера хочется проводить дома в тепле и в кругу семьи. Однако минувший воскресный вечер стал исключением. Не успела республика эмоционально остыть после титульного боя Федора Чудинова и турнира Ланы, как Республиканский дворец спорта «Манеж» вновь собрал любителей спорта. В этот раз здесь проходил турнир по смешанным боевым единоборствам. Соревнования по смешанным единоборствам в Северной Осетии проводятся регулярно, но турнир под названием «Аланская битва» проходит впервые. В октагон выйдут не только потомки великих кочевников. Нашим ребятам будут противостоять гости из Франции, Азербайджана и даже Камеруна. Уже сейчас понятно, что зрители ждут бескомпромиссные бои. Фанаты не спеша заполняли свободные места, но было понятно, что ожидается очередной аншлаг. К старту турнира зал был переполнен. На трибунах присутствовали как представители прекрасного пола, так и юные ребята со своими родителями. Те дети и та молодежь, которая здесь сегодня собралась, они с большой охотой, рвением эти соревнования посмотрят и завтра захотят сами выступать на таких соревнованиях. К чему мы идем, к чему мы стремимся, это чтобы молодежь занималась любым видом спорта, неважно, то ли вольная борьба, то ли это бои без правил, то ли это шахматы, то ли это бадминтон, лишь бы они занимались спортом. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на турнире по ММА под названием «Аланская битва». В программе соревнований значилось 12 боев. 9 из них проходили по правилам смешанных единоборств, а оставшиеся 3 в дисциплине грэпплинг. Открывали турнир осетинский боец Чермен Кобесов и представитель Москвы Иван Анохин. В первые секунды поединка оппоненты провели, так сказать, небольшую разведку, но буквально через минуту Чермен перевел своего соперника в партер. А еще через мгновение рефери был вынужден остановить бой. Кобесов не оставил сопернику ни единого шанса. Вот сейчас добивание хорошее показывает Чермен Кобесов. Надо восстанавливать бой. Хорошо. Молодец, Чермен. Следом в октагон вышли боец из Азербайджана Вусал Агаев и Урузмаг Макоев. С первых же секунд преимущество Макоева было заметно невооруженным глазом. Урузмаг измотал противника в партере, а затем поймал удачный момент и ударом в голову отправил в нокдаун Агаева. Рефери ничего не оставалось, как остановить бой. Уверенная победа нашего бойца. Урузмаг опять занял центр клетки, уверенно. Вот, хорошо, блестяще. Над нами работают хорошие тренера, это Марат Илаев, Ибрагим Тибилов, за что им огромное спасибо. Всегда готовят, всегда поддерживают. Соперник немного был неудобный, но, дай бог, успели сориентироваться, как что надо делать. Дисциплина грэпплинг открывалась поединком Артура Хамаева и спортсмена из Кабардино-Балкарии Заура Асланова. Зрители были в ожидании победы местного бойца, но Асланов, судя по всему, проигрывать не собирался. Он провел болевой прием и уверенно выиграл поединок. Досрочную победу болевым приемом на ногу одержал боец из синего угла Карачаево-Черкесия Заур Асланов. Российско-азербайджанское противостояние продолжилось поединком Кабулова и Фуада Мусаева. Этот бой, как и предыдущий, завершился в первом раунде. Кабулов даже успел получить рассечение, но это его больше разозлило. Тамерлан в партере наносил разящие удары один за другим. Мусаев не выдержал и сдался досрочно. Вот, все, взял на распятие, отключил руку и все, будет сейчас обрабатывать локтями сдача. К удивлению местной публики, следом в клетку вышли представительницы прекрасного пола. Силами мерились Виктория Цхавребова и Дарья Кобзева из Санкт-Петербурга. Бой получился зрелищным. Виктория начала с места в карьер и отправила соперницу первым же ударом в легкий нокдаун. Цхавребова была уверена в своих силах. Она продолжала вбивать свою соперницу, и поединок был остановлен судейским решением. Немалую роль в победе Виктории сыграли и болельщики. Виктория продолжает наносить огромное количество ударов. Все. Бой остановлен. То, что дома у себя, это мне наоборот придало сил. То, что здесь и все смотрят, все родственники, все друзья, это наоборот мне дало побольше сил. Возраст не показатель, главное желание. Именно с таким девизом на поединок вышел Георгий Бозров, которому 43 года. Противостоял ему Ислам Псануков из Кабардино-Балкарской республики. Схватка была очень напряженной, однако техничный оказался Ислам. Он провел удушающий, но Георгий сдаваться явно не хотел. Несколько секунд, и наш боец потерял сознание. Соперник и рефери отреагировали быстро и привели Бозрова в чувство. Ислам Псануков.
Вечер близился к экватору, и в октагон вышел Батыкбек Белек из Киргизии и местный воспитанник Алан Машеев. Первый поединок вечера, который дошел до третьего раунда. В первом Алан был на грани поражения, но собрав волю в кулак, смог уйти от удушающего приема. А вот во втором Гонг спас уже оппонента. Все точки над «и» расставил третий раунд. Физическая подготовка Машеева была на голову выше Батыкбека. Гость был обессилен, и его секундант остановил бой. Алан показал настоящий аланский дух. Это благодаря моему 10-летнему перерыву и короткому периоду для подготовки. Мне осталось всего лишь 3 недели на подготовку. Но этого было довольно-таки мало. Сложно было уложиться в эти 3 недели, чтобы прийти в нужной форме к данному бою. Следующим на очереди был поединок Ацамаза Гогичаева и бойца из Кабардино-Балкарии Ахмеда Хатухова. Это было настоящим кровавым побоищем. Во время боя Ахмед получил рассечение. Медики не смогли остановить кровотечение. Бой пришлось завершить. А вот Вадим Джикаев и Ричард Тотров провели сложнейшие поединки. Соперники не хотели уступать, однако сила и мощь наших бойцов была больше, поэтому они выиграли решением судей. На самом деле поединок получился не очень легким. Честно говоря, рассчитывал на все 3 раунда, так и получилось. Так получилось, что выиграл. Разочарованием для публики стало поражение Георгия Цукиева. Он неожиданно уступил бойцу из Чечни, который провел удушающий прием. А вот в заключительном поединке по грэпплингу победителя выявить не удалось, и это неудивительно. В октагоне боролись 2 представителя нашей республики – Батрас Хубецов и Ирбек Купеев. Бой был достаточно интересным и зрелищным. Самым ярким бойцом вечера смело можно назвать Вячеслава Гагиева. Судя по пляжной шляпе, наш боец был в прекрасном расположении духа. Ему противостоял представитель Франции Ясин Даджи. Развязка поединка наступила в начале 2-го раунда. Гагиев, завладев преимуществом, обрушил на оппонента град ударов. И вновь рефери был вынужден останавливать поединок. Замолачивает буквально Гагиев своего соперника, победа. Данная подготовка у меня была 2 месяца. Я даже из дома ушел и жил на базе Алания FT. Мне номер выделили. Спасибо братьям. Спасибо своему тренеру, говорю, в день 2 тренировки бывало. Завершаются все предварительные поединки. С минуты на минуту начнется главный бой вечера. Азамат Бикоев встретится с представителем Камеруна Базу Нана. Напомним, Азамат совсем недавно вернулся из Майами, где проходил тренировочный сбор в одной из лучших школ Америки. Бой начался обоюдными разменами ударов. Азамат пропустил 1 и получил небольшую травму правого глаза. Но воля к победе гнала осетинского бойца вперед. И Бикоев, окончательно завладев инициативой, в партере нанес 2 десятка тяжелейших ударов. Финальную точку Азамат поставил эффектнейшим броском, после которого африканец сдался. Выхватывает шею камерунец, но Азамат. Отличный бросок от Азамата Бикоева. Если честно, не все удалось реализовать. Я сначала хотел просто подвигаться с ним, и потом только расстреливать его стойки. Хотел показать зрелищный бой, но в начале раунда он попал, тыкал пальцем и попал мне в глаз. И одним глазом я считаю, что не видел. И получилось не так, как я хотел. В заключительном поединке вечера Родион Бестаев также не оставил шансов еще одному представителю Камеруна – Нгуфаку Тонлеу. Этот бой также был остановлен решением судей. Подтягивается и наносит удары локтем. Турнир «Аланская битва» подарил море эмоций осетинским болельщикам. Они благодарили бойцов бурными и нескончаемыми аплодисментами. По словам главного организатора Ибрагима Тибилова, эмоции зрителей – самый главный показатель проведенной работы. Сегодняшний день организационные вопросы прошли, наверное, на плюс, потому что понравилось и зрителям, потому что ребята все провели именно бескомпромиссный бой, они показали свой дух, потому что сегодня в Осетии спортивный праздник силы и духа, и который сегодня проявили наши бойцы. По словам организаторов, турнир «Аланская битва» станет традиционным. В этом случае смело можно будет говорить о новом этапе развития смешанных единоборств в республике. Азамат Асламурзаев, Игорь Войцеховский, Казбек Хубаев. Спортивный интерес.